Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Якутия Лайф. Эксперты о главном». В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. 2020 – непростой год. Пандемия коронавируса и экономический кризис затронули все сферы нашей жизни. При этом, несмотря на все сложности, в Якутии удалось сохранить темпы строительства жилья и социальных объектов. Также особое внимание в этом году уделяли развитию городской среды. В этом году у многих жителей Якутии появилась уникальная возможность самим определять облик своего населенного пункта. Для этого правительство республики запустило специальный проект «Родные города и села». Год назад по инициативе главы Якутии Айсена Николаева под эгидой этого проекта объединили все начинания, связанные с гражданскими инициативами, в том числе и региональный проект формирования комфортной городской среды. В основе всех проектов лежит концепция непосредственного вовлечения граждан в решение вопросов местного значения. В частности, в решении о выборе приоритетных направлений расходования части бюджетных средств, а также контроле реализации над этими решениями. Наше население в этом плане, конечно же, очень активно, это очень хорошо. Так, к примеру, в программе поддержки местных инициатив, несмотря на ограничения, в этом году в различных формах обсуждения проектов приняли участие 203 тысячи человек. А в итоговых собраниях приняло участие 85 700 человек или более 9% от общего количества населения. Удалось ли архитекторам и власти услышать мнение большинства? Окажется ли такой подход по-настоящему эффективным для всей республики? Давайте разберемся. Тема нашего сегодняшнего выпуска – гражданские инициативы при развитии городской среды в Якутии. Единичный случай или ключ к решению строительных проблем республики. В рамках проекта «Родные города и села» у местных жителей появилась возможность участвовать в развитии своего населенного пункта. Местные жители делятся идеями, обсуждают предложенные концепции, и в конечном итоге команда архитекторов принимает решения с учетом мнения самих жителей. Сегодня с нами на связи главный архитектор Республики Саха-Якутия Ирина Алексеева. Ирина Дмитриевна, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте «Родные города и села» и о тех гражданских инициативах, которые уже реализованы. Проект «Родные города и села» был в прошлом году инициирован главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым как объединение нескольких программ, которые направлены на благоустройство городов и сел республики. Так, например, программа формирования комфортной городской среды стала, наверное, наиболее яркой иллюстрацией того, как люди с самого начала могут быть вовлечены в эти проекты, когда люди могут подавать, начинать даже не то чтобы с подачи идей и предложений, а прямо с самого выбора места, потому что очень важно, какие места выбирают люди для того, чтобы инициировать те или иные проекты. Далее они могли участвовать в сборе идей, предложений, и что самое оказалось, сегодня наиболее востребовано, люди участвовали в реализации этих проектов, и уже сегодня есть примеры того, как они эксплуатируют, содержат эти территории, и насколько жизнь людей меняется от того, что они в эти проекты вовлечены. Поэтому проект «Родные города и села», я думаю, сегодня наиболее очень яркая практика того, как инициативы граждан поддерживаются и властями, и совместно эта работа влияет на комфорт, на повышение комфорта жизни каждого жителя республики. Сегодня этот проект идет по всей республике. Есть, например, небольшие проекты, которые реализуются по программе поддержки местных инициатив. Люди могут участвовать в любом населенном пункте, независимо от его размера. Но, например, такие проекты, как благоустройство общественных пространств, ключевых общественных пространств в крупных городах и селах республики, это, конечно, работа прежде всего на взаимодействии с профессиональным сообществом, с архитектурным сообществом. Так, например, малые города республики, Покровск, Нюрба и другие могли принять участие во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», и благодаря этому получили финансирование на реализацию проектов. И что касается сел, сегодня, наверное, одним из первых пилотных проектов, которые мы реализовали по инициативе жителей, по инициативе самих селян, это сквера Евсели в Бердикистях. И мы хотели бы сегодня рассказать о том, насколько это повлияло вообще на жизнь людей и что дало вообще начало реализации таких проектов в совокупности, когда мы говорим о комплексном развитии сел и городов нашей республики.
Спасибо, Ирина Дмитриевна. Вы упомянули про реконструкцию парка в Нюрбе. В селе Бергистях тоже построено много новых объектов. И сегодня с нами на связи архитекторы, работавшие над благоустройством именно этих населенных пунктов, а также местные жители. Так, начнем давайте с Нюрбы. К нашему эфиру присоединилась архитектор Светлана Бугаева, которая работала над проектом реконструкции парка в городе Нюрба, а также жительница Нюрбы Саргалана Федорова. Здравствуйте. Здравствуйте. Саргалана, расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете совместную работу архитекторов и местных жителей? Удалось ли вам достигнуть взаимопонимания? Скажу честно, у нас в Нюрбе работа архитекторов прошла на ура. Даже получилось так лучше, чем мы хотели. До реконструкции парка у нас проходили общественные слушания, встречи с населением, проходили форумы именно для сбора информации и учета пожеланий жителей Нюрба. Так, в 2018 году у нас прошел общегородской форум «Функциональность общественных территорий», где приняли участие и жители города, и архитекторы с управления архитектуры Республики Саха-Якутия. И вот мне очень понравилось, что именно наши архитекторы, они очень внимательно прислушивались к каждому мнению, каждому пожеланию жителей, горожан. И вот на этом форуме я озвучила интересную историю о нашем парке. Парк наш очень старый, так скажем, он еще заложен в начале 20 века. Недавно мы отметили 80-летие парка, и основателем парка был Сергей Васильев Барагонский. Сергей Васильевич – это видный общественный государственный деятель, поэт. И вот в Нюрбе, в то время еще в поселке Нюрба, посреди поселка была уникальнейшая природная аллея, лесной массив. И вот мечта Сергея Васильева, чтобы эта аллея превратилась в парк. Он эту мечту претворил, и силами жителей был заложен парк. И вот самое главное, вот легенда, которая превратилась в нашу историю, которую мы притворили, у Сергея Васильевича была мечта, чтобы в этом парке росли яблони. И вот в 1937 году на открытие парка к нам приехали гости. И как же они были удивлены, когда увидели на ветках берез растут яблони. Пригляделись, а оказывается, это были яичные скорлупки, покрашенные в красный цвет. И вот вся аллея где-то протяженностью 200 метров была полностью завешена этими красными яблочками. И я очень рада, что история нашего парка была услышана нашими архитекторами, и мы притворили это совместно в одну красивейшую арт-зону, аллею яблонь. И сейчас в нашем парке заложена аллея, где стоит отметить, что первые саженцы к нам привезла дочка Сергея Васильева Барагонского из города. Потом это все мы посадили на открытии парка. Замечательная история. Спасибо, Саргалана. Мы видим, что благодаря взаимодействию между урбанистами и жителями в Нюрбе появилось действительно уникальное общественное пространство. И теперь у меня вопрос к архитектору, который непосредственно воплощал этот проект в жизнь. Светлана, как вы оцениваете проект в Нюрбе? Было ли сложно работать в одной команде с жителями города? И как вам удалось совместить реальные возможности и пожелания людей? Всем здравствуйте. С жителями работать было несложно, это очень интересно на самом деле, потому что со всеми людьми мы собирались на каждый раз на воркшопы, то есть на разных этапах проектирования, и проводили эти воркшопы, слушали вот эти вот легенды, да, очень интересные, думали, как это можно реализовать в проектах. Также в 2018 году это было, получается, мы начали работу над проектом. Вот именно то, что вот про яичное дерево, да, тоже очень интересная легенда. Мы его воплотили посадками именно яблонь в проекте, то есть вот эту вот идею реализовали. Также там были очень интересные предложения от школьников, то есть там был целый проект с тренажерами Коркина, да, предложила местная ученица школы.
Это мы тоже реализовали в проекте, то есть сделали тренажерные вот эти вот именно Коркина. Вообще, конечно, всегда интересно слушать, что говорят жители, что они хотят, что они любят делать. Это очень важно именно в парке. В Нюрбе исторически этот парк был местом, где проводили СЭХ, поэтому было взято за основу, именно за идентику парка, такой якутский стиль, да. Вот. Также сейчас мы работаем еще над одним проектом в городе Нюрба. Тоже проводили общественные слушания. Это набережная реки Нюрбинка. Там есть целый проект, можно сказать, велосипедной дорожки, который будет функционировать как бы по всей Нюрбе. Мы это все учитываем тоже пожелания всех жителей. А еще хотелось бы сказать, как пример, что жители на самом деле направляют архитекторов, да. Мы, конечно, профессионалы своего дела, мы как бы стараемся все сделать так, чтобы было удобно, правильно, но, например, вот в поселке Жатай у нас был проект, где мы заложили эти торговые павильоны как бы в рамках проекта, да, то есть такие небольшие на площади в Жатае. И жители предложили нам, точнее, вот они сказали, что им бы хотелось, чтобы площадь была открытая. Мы их выслушали, поняли, пытались, конечно, их переубедить, что вот действительно так, может быть, так будет лучше, но они сказали, что вот они настояли на своем, хотели вот, чтобы было чисто, мы их услышали. И сейчас, например, в Жатае спроектирован парк, вот как захотели жители без этих павильонов. Спасибо большое, Светлана. Реконструкция парка в Нюрбе – прекрасный пример плодотворного сотрудничества местных жителей и архитекторов. А теперь обратимся к опыту Бердигистяха. Это первое село во всей России, для которого был разработан уникальный дизайн-код. Я напоминаю, что с нами на связи остается главный архитектор республики Ирина Алексеева. И к эфиру присоединяется жительница села Бердигистях Пелагея Юмшанова, а также архитектор района Елена Романова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое дизайн-код и в чем состоит его значимость для села? Что уже построено и что планируется построить в соответствии с этим дизайн-кодом? Дизайн-код связывает объекты в единое общественное пространство с учетом образа жизни населения, их предпочтений и даже передвижений. Это больше, чем визуальное оформление. То есть мы обустраиваем не отдельно участок села, а всю территорию населенного пункта. Именно в рамках дизайн-кода у нас реализованы объекты сквер ЭЕС, сквер Горный, установлены автобусные остановки, навигационные столбы, приводятся в соответствие фасады зданий. А также мы связали с дизайн-кодом спортивные объекты республиканской спартакиады «Игроманчары» и новые жилые квартала Сиркеляк и Имсо, которые строятся по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Кроме этого, у нас ведется работа по развитию инженерной инфраструктуры. Проводятся газовые сети, асфальтированы дороги, строятся канализационно-очистные сооружения, реконструируются электрические сети. То есть село Бердигистях развивается комплексно путем синхронизации государственных и инвестиционных программ. Тем более у вас еще и дорога теперь прекрасная до Якутска построена. Очень быстро можно доехать теперь из Якутска до Бердигистяха по новому асфальту. Ну что ж, кроме того, сбылась давняя мечта жителей Бердигистяха. Построено круглогодичное кафе, где сейчас, я так понимаю, сидят мои собеседницы. Пелагея, как вы оцениваете, удалось ли архитектору воплотить задумку именно так, как вы этого хотели? Да, конечно, мы давно мечтали о таком формате кафе. Нам очень было приятно работать с архитекторами, с Еленой, с командой Ирины Дмитриевны. Да. Понравился данный проект, реализовали ее. Результатом очень довольны. Проводим различные мастер-классы для местного населения. Очень приятно, когда вот изначально создается дизайн-код, и с этого дизайн-кода начинаются комплексные
работы. Показали мне проект, и данный проект нам очень понравился, и с этого проекта мы начали работать уже все вместе. А разногласий никаких не возникало? Было ли такое, что архитекторы что-нибудь придумали, там такое эдакое, а жители не поняли, зачем это? К счастью, нет. Мы сделали так, как было задумано. Отлично, спасибо. А как вообще появилась идея создать дизайн-код Бердигистяха, Ирина Дмитриевна? Это инициатива якутских специалистов или федеральный опыт? Но на самом деле это действительно федеральный опыт, это тренд сегодня. Дизайн-коды в России разработаны для крупных городов прежде всего, конечно, потому что те изменения, которые происходят сегодня в столице нашей России, в городе Москва, видят все жители страны. Крупные города, следуя за Москвой, также разрабатывают дизайн-коды городов. И мы обратились к студии Артемия Лебедева. Это известная студия, которая сегодня, наверное, является одной из передовых в этой сфере компаний, которые разрабатывают и реализовывают дизайн-коды в стране. Вот. Многие жители и города Якутска, и республики спрашивали, а почему именно студия Артемия Лебедева? И понятно, что мы ставили задачу, привлекая лучших в стране специалистов, экспертов, обучать прежде всего своих специалистов. И благодаря именно тому, что мы в Якутске проработали дизайн-код проспекта Ленина, сегодня есть возможность, появилась возможность обучить наших специалистов, и мы параллельно с разработкой дизайн-кода проспекта Ленина в городе Якутске запустили пилотный проект именно в Бердигистяхе, потому что в рамках подготовки к 21-м играм Анчары Александр Сергеевич лично дал нам поручение разработать такой дизайн-код для села. Почему мы говорим, что именно Бердигистях является первым пилотным селом, в котором вообще дизайн-код мы апробировали. Поэтому практика федеральных экспертов, понимание новых трендов в архитектуре, в градостроительстве, конечно, позволяет нам сегодня быть на передовой и уже у себя в республике апробировать такие инструменты, методики. И мы очень рады, что самое главное, люди это восприняли очень здорово, потому что когда мы в первый раз выехали в Бердигистях с этой инициативой, и местная администрация, и жители в огромном количестве пришли на обсуждение этого вопроса, и мы еще и к тому же привлекли студентов нашего Арктического института, Северо-Восточного федерального университета, которые как раз с головой окунулись в этот проект и, прорабатывая для Бердигистяха дизайн-код, получили колоссальный опыт, который мы сейчас будем распространять, конечно же, на другие города и села. Мы же привыкли у нас, к сожалению, в стране видеть абсолютно одинаковые типовые города, села, а очень хочется, и жители республики все время говорят, а где же наша идентичность, где же наша самобытность, почему в архитектуре мы не можем отразить ту красоту духовной культуры, истории, того, что нас отличает вообще от других стран, от других городов. И совершенно замечательно, что вот поиск такой идентичности, самобытности в современном формате сегодня удается проработать дизайнерами, художниками и воплотить архитекторами. При этом, при разработке дизайн-кодов, в первую очередь, конечно, мы обращаемся к самим местным жителям, потому что кто как не сами жители могут знать, чем отличается, например, Бердигистях. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Мы выслушали мнение жителей и урбанистов, но в вопросе благоустройства есть и третья сторона – это местные власти. И сегодня с нами на связи глава Горного района республики Никита Андреев. Никита Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как дизайн-код, как сотрудничество архитекторов и местных жителей поможет развитию района в целом? Ну, прежде всего, я хотел бы отметить, что сам процесс разработки и утверждения дизайн-кода, он очень сплотил всех жителей нашего районного центра села Бердигистях, администрацию муниципального образования Бердигистяхской наследия и, конечно же, администрацию нашего района. Было очень много мнений, много вариантов, но благодаря грамотной работе Управления архитектуры и градостроительства Республики Саха-Якутия Ирины Дмитриевны
мы пришли к очень такому хорошему единому мнению. Жители сами выбрали вариант дизайн-кода, который пришелся им по душе. И, на мой взгляд, он вариант, который очень хорошо показывает саму специфику села Бердикистях. Дизайн-код, он не только внешняя сторона, не только общественные пространства, но и многие жилые дома, объекты предпринимательской деятельности. И все, что нас окружает, все это можно включить в дизайн-код. И мы рады, что стали первым селом Российской Федерации, который имеет такой дизайн-код. И не только вот этот дизайн-код остался на словах, а реализуется. И есть уже несколько скверов, реализуются проекты по программе переселения с учетом дизайн-кода. В планах мы запланировали работу по туристическим объектам и будем рады в следующем году в рамках проведения игр Манчары встретить наших гостей. И я надеюсь, что жители уже смогут оценить возможности, которые нам предоставил дизайн-код. Спасибо. Ирина Дмитриевна, ну что ж, мы увидели, что в Бердикистяхе и в Нюрбе строительные работы велись и ведутся при активном участии самих жителей. Власть создает для этого все условия. Однако все-таки пока такой подход большая редкость. Можно ли говорить о том, что он подходит для всех районов Якутии? И планируется ли в дальнейшем применять этот опыт и в других населенных пунктах республики? Может быть, не только в райцентрах, но и в небольших наслегах и селах? Но действительно это и есть, собственно говоря, задача проекта «Родные города и села», инициированного Айсен Сергеевичем Николаевым. Задача проекта поддерживать гражданские инициативы, потому что мы думаем, что вообще инициативы жителей республики, инициативы жителей городов и сел должны быть обязательно учтены не только при строительстве объектов городской среды, а вообще в целом в развитии городов и сел, при строительстве жилья, объектов комплексной инфраструктуры, объектов транспортной, коммунальной инфраструктуры. И именно на это направлен проект «Города и села». И мы понимаем, что сегодня, конечно, не во всех населенных пунктах есть понимание того, что архитектура и облик, и дизайн-код могут определить каким-то образом там вектор развития городов. Но примеры тех населенных пунктов, в которых мы в этом году поработали, и вот одним из ярких примеров является село Бердикистях, действительно показывает, что каждый житель может быть услышан и участвовать, самое главное, принимать участие в изменении своей жизни вокруг среды, вокруг наших домов, в наших городах. Как мы живем, зависит прежде всего от нас, и очень здорово, что сегодня правительство республики уделяет этому большое внимание, и мнение большинства людей становится как раз очень важным для того, чтобы менять и планировать строительство в городах и селах республики. Получается, вот у нас в Бердикистях, Нюрба, в Жатае, я знаю, что вы работали, архитекторы, Покровск, да? А какие вот еще планы дальнейшие? Пример Бердикистяха стал, например, таким, знаете, стартовой площадкой для того, чтобы запускать подобные проекты во многих других городах и селах республики. Так, например, мы сейчас разрабатываем дизайн-код для села Барагонцы, для села Паны Намского Улуса. Очень много сейчас у нас поступило заявок в адрес нашего управления по разработке подобных проектов практически во всех районах республики. Более того, есть еще и другие инструменты развития городской среды, например, такие методики, как мастер-планирование. Мы сейчас активно занимаемся мастер-планами территориального развития арктических поселений, потому что Арктика сегодня в приоритете. Ну и, конечно же, столица республики. Вообще, хочется сказать, что к 2022 году, к празднованию столетия республики, я думаю, вот те стартовые
проекты, которые удалось воплотить сегодня благодаря принятому указу по проекту «Родные города и села», станут вот такой новой вехой для того, чтобы к юбилею республики мы могли получить уже весомые, ощутимые, осязаемые результаты благодаря именно гражданской инициативе наших жителей. И любой житель республики может сегодня участвовать в отборе проектов по всем проектам, которые объединяют этот проект «Родные города и села», и все проекты, которые не только по благоустройству, а в том числе, как я уже сказала, и, например, объекты социальной инфраструктуры, школы, детские сады, объекты здравоохранения, объекты касаемо других сфер нашей жизни, спорт, культура. Это все зависит от того, как мы проявим свою активность, свою гражданскую инициативу. И если, например, люди хотят каким-то своим пониманием обустраивать свою жизнь, свой быт, свою среду, то это только должно поддерживаться. И я думаю, что проект «Родные города и села» имеет очень большое будущее. Да, спасибо, Ирина Дмитриевна. И мы тоже надеемся, что благодаря этому проекту наши города, наши села станут красивыми и по-своему уникальными каждый. Развитие городской среды по-настоящему эффективно, когда граждане лично вовлечены во все процессы. Реализация проекта «Родные города и села» наглядно показывает, что инициативы и активная гражданская позиция жителей меняют к лучшему облик наших поселений. В следующем году планируется расширение географии проекта. Мы увидим новые объекты городской среды, построенные талантливыми архитекторами в партнерстве с местными жителями и в других районах нашей республики. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я ее ведущая Ирина Ефимова. До свидания.